Сдавать кровь благородно. В Якутске продолжается неделя доноров. В эти дни любой желающий может подойти на станцию переливания и сдать свою кровь. День донора был учрежден в 2005 году и отмечается ежегодно 14 июня. В Якутии более 10 тысяч доноров. Большая часть из них проживает в Якутске. Да, добрый день, Валерия. Мы сейчас находимся на станции переливания крови. Сейчас здесь идет фестиваль доноров, который приурочен к Всемирному дню донора. И рядом со мной сейчас находится главный врач Ариан Рафаэлович Ермолаев. Расскажите, пожалуйста, о том, как вот проходит фестиваль. Ну, у нас 14 июня во всем мире отмечается День донора. И, естественно, мы присоединяемся тоже к этому празднику, да, и проводим ежегодно Дни доноров, посвященных именно Всемирному дню донора. И в рамках этого праздника мы в воскресные дни провели в городском парке культуры и отдыха акцию совместно с медиками-волонтерами, посвященную популяризации донорства и в Российской Федерации, и в Якутии, и в Якутске непосредственно. Конечно, очень большое значение для поддержания здоровья, жизни людей имеет, конечно, это донорство, да, которое посвящено именно с препаратам крови, кровезаменителей. И многие заболевания, особенно экстренные, специализированные виды, высокотехнологичная медицинская помощь, она невозможна без компонентов крови. И в этом, конечно, большая заслуга – это заслуга наших доноров, которым посвящен именно этот праздник во всем мире. Доноры – это люди, которые милосердные, сострадающие. И, естественно, не каждый может стать донором. Донором может быть абсолютно, относительно, скажем, не абсолютно, а относительно здоровый человек, который не имеет противопоказаний к сдаче крови. Да. Конечно, это не должны быть инфекционных заболеваний, не должно быть обострений хронических заболеваний, определенный вес должен быть. Естественно, перед сдачей крови нужно соблюдать диету, не употреблять спиртное и так далее. И, конечно, немногие люди могут все это выдержать. И наши постоянные доноры, они, естественно, люди, которые ведут здоровый образ жизни и именно соблюдают все эти требования, которые необходимы, чтобы мы заготавливали именно те компоненты крови, которые безопасны и в инфекционном плане, и в частности в аллергическом плане, потому что при многих заболеваниях требуется многократное переливание крови, и при многократных переливаниях крови может наблюдаться и иммунизация тех реципиентов, которые получают компоненты крови. И поэтому доноры должны соблюдать именно режим и питания, и соблюдение приема препаратов различных. Если есть у них какие-то заболевания, они должны исключить именно в день донации и перед донацией употребление лекарственных препаратов и так далее. А скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний момент примерно по Якутии доноров и где их больше? В городе, в районах? И вот как, допустим, кровь вообще передается в районы? У нас в Якутии, да, в частности в Якутске достаточно доноров, да, их свыше 10 тысяч. В целом по республике это около 16 тысяч. И, конечно, донорство, оно было ранее повсеместно, но в рамках реорганизации службы крови, да, были по всей Российской Федерации объединены многие отделения переливания крови, более централизованные, объединенные. И у нас в Якутии это станция переливания крови, республиканский центр медицины, и сохранились еще 8 межрайонных центров отделений переливания крови, где заготавливается именно кровь, донорская кровь и компоненты крови.
И, конечно, вот у нас достаточно сложная логистика доставки компонентов крови до медицинских организаций, особенно это северная группа, арктическая группа, где транспортная доступность у нас только авиасообщение, и поскольку компоненты крови, они требуют определенной холодовой цепи, да, вот, то есть температурного режима доставки и хранения, и временной фактор, да, потому что многие компоненты крови, они имеют определенные сроки хранения, и должны быть соблюдены обязательно сроки хранения, и в этом случае, конечно, можно использовать их уже для пациентов. И это достаточно сложная схема, да, и мы очень благодарны авиакомпании и полярных авиалиний, и авиакомпании Якутия, которые доставляют вовремя наши компоненты крови. И, конечно, в экстренных случаях нас выручает это санитарная авиация. Когда они вылетают на санзадание, они тоже берут и наши компоненты крови. И скажите, пожалуйста, сколько крови может сдавать один человек в год? Ну, мужчины, они могут до 5 раз, женщины до 4 раз в год. Если это плазма и тромбоциты, то это уже чуть больше. Хорошо, спасибо вам большое. Ну а на этом у нас все. Спасибо, студия.